Меня зовут Аделя, я являюсь мастером ногтевого сервиса вот уже 8-й год. Начала эту карьеру в Москве, 5 лет проработала здесь, на себя, можно сказать. И вернулись с мужем в Москву 2 года назад. Эджем биринчи салонга кирип. У нее не получилось, это все-таки очень мелкая работа оказалась. И она посоветовала мне пойти обучиться, попробовать. Так как она знает, что я хорошо рисую с детства, говорит, у тебя получится стопудово. Но я и пошла в пальчики деген салонго, сеть салонов. Сразу первые 2 месяца, конечно, дались трудом, так как я вообще не понимала, что такое шеллак. На то время это было для меня каким-то новшеством. И так получилось, что мне понравилось. То есть я поняла, что это в принципе моя работа, я могу это дальше продолжить с этой работой. Проработала в пальчиках где-то 1,5 года, потом замуж вышла, вернулись домой, получается, с мужем. Вернулись домой, здесь проработала тоже в салоне какое-то время, потом начала работать на себя. Точнее, собрала клиентов в салоне, естественно, и открыла маленькую студию. Проработала. И я поняла, что все равно надо как-то идти дальше, зарабатывать больше. Мы захотели больше, можно сказать. И муж предложил, типа, поехали в Москву. Ну, я говорю, давай. Ишке жаңы келгенде сизди кандай кабыл алышты? Мен, так как единственная кыргыз кыз болгондуктан тиги салонда, конечно, первое время на меня косо смотрели коллегаларымча. Бул деген келип, биздин салонда, например, 2 уборщица кыргыз эжебиз бар. Биринчи, как так был кыргыз келип, биздин салонга келди деген сепчи. Такое было, конечно. А потом надо все-таки проявлять себя. Өзүм начала хорошо работать, показала себя, продажи хорошие были на салон ичиндечи. И вот, можно сказать, заслужила уважение управляющей и всего коллектива. Коллектив большой. Жумушум саат 10-до башталат, бирок биз 9:30 барып калыш керекпиз, получается. Жумуш слишком ли дорогой считается бизнес-салон. По зарплате тоже нормально, как бы не жалуемся дегендей. Вот мы за 2 года с мужем успели приобрести квартиру здесь, построить, выполнить все свои мечты. Муж у меня работает в рекламной сфере, производство рекламы, вся наружная реклама, он любит этим заниматься. Вот тоже уже, наверное, лет 10 или 12 этим занимается. Орусия-Украина согушу сиздин жашооңузга кандай таасир этти? Конечно, все были шокированы. То есть настолько неожиданно это случилось. То есть я не за Россию и не за Украину. Я просто не поняла этот момент. Конечно, я против войны, но вот это случилось, и это повлияло, конечно, на наш салон. Начали уходить клиенты, то есть прям ощутилось. Не сильно, но прям с каждым разом все меньше и меньше клиентов. Мы писали им на WhatsApp, как бы они, короче, написали, что они уже за границей. И вот таких вот достаточно было. То есть, но спустя какое-то время все-таки жизнь налаживается, как говорится, и все вернулись. Я наблюдала за одной коллегой, можно сказать. Она была в панике, так как сына забрали в мобилизации, был учерда, короче, его забрали. И она вся в слезах, просто ревела. Прям очень стрессовая ситуация была. Первые месяцы, конечно, прям ощутилось, по заработке немножко меньше стало. И нам нужно было отдавать квартплату. У нас вот за квартиру нужно, естественно, было отдавать. И, к сожалению, ну, наверное, первые 2 месяца точно мы были в таком смятении, мы не знали, что делать, мы даже уже думали вернуться. Но потом все-таки прогнозы свое дали, то есть нам сказали, что не переживайте, мы дальше продолжаем работать. Орусияда мигранттар кандай кыйынчылыктарга туш болушат? Жалко, что от безысходности люди, биздин карапайым эль, сюда приезжают, точнее в Москву, и работают в таких условиях, живут толпами дегендей. Конечно, жалко.
Первое мнение, это, конечно, хочется помочь, подойти. Иногда по возможности, если увидишь, что біздің жерде қиналып жатса, хочется прям подойти, помочь там деньгами, морально дегендей. Көйлі қыздарды көріп, біздің қыздарды көріп қаламыз. Екі сөзді не могут сформулировать, объяснить, что им надо. И к ним такое отношение, типа, учи русский язык деген сепче. И я не знаю, это может быть с одной стороны и правильно, но с другой стороны это как бы так не должно быть, я так считаю, да, просто. Ну, человек не знает, он приехал зарабатывать, но с другой стороны этот человек хотя бы должен как-то объясняться, излагать свои мысли дегендей. Орусияда миграциялық каттоого туруу дагы деле кыйын болуп жатабы? Мы думали, мы делали с мужем через посредника. То есть как бы большинство наших земляков, они там так и делают, то есть через кого-то. Потому что многие россияне, они отказываются у себя в квартиру регистрировать. И, соответственно, мы нашли одного парня, он нам вроде как сделал нормальную регистрацию, то есть вроде все как легально, но через полгода нас выкинули с базы данных. Мы не знали, что делать, нам пришлось опять делать выезд-въезд из страны. Потом опять мы думали, повторим еще раз. И, короче, у нас с мужем такая ситуация получилась, что мы 2 раза вот так, нам пришлось из страны выехать и как бы въезд сделать. Сейчас мы как раз таки из-за этого мы здесь в Кыргызстане и находимся. Эмгек миграцияга кетип жаткан аялдарга кандай кеңеш бересиз? Те, которые собираются уехать за границу, в первую очередь получить знания, базовые, хорошие знания и быть уверенным в себе, знать свою работу на отлично, чтобы косяков никаких не было, собственно говоря. Но и, конечно, ну да, это в первую очередь знания получить, потому что без знаний, например, в Москве очень сложно найти работу, если ты не понимаешь даже азы там, какого-то направления. Вот советую изначально прям поработать над собой, над своей уверенностью и как бы и смело приступать. Кыргызстан менен Орусияда маникюрдун баасы канчалык айырмаланат? Вот здесь я делала маникюр с покрытием френч где-то за 1500, вот так вот. А в том салоне, где я сейчас работаю на данный момент, там маникюр с покрытием стоит где-то 9000 в рублях. То есть там разница такая большая. То есть клиент может, например, запросто приехать в салон, оставить там 200-300 тысяч в неделю раз, можно сказать. Я, конечно, первое время была в шоке, что люди так живут. То есть в мегаполисе такие деньги вот крутятся. Они очень любят себя. Вот я научилась, можно сказать, и советую всем нашим женщинам также любить, как любят себя русские женщины. То есть они ни в чем себе не отказывают. Они настолько проще смотрят на деньги, на заработок. То есть сколько они тратят, столько и как бы приходит прибыль к ним уже, получается. И вот это вот, мне кажется, самое правильное. Конечно, не так транжирить сразу, выкидывать на ветер, можно сказать. Но я все-таки советую нашим женщинам любить себя, ценить, вкладывать в себя, развиваться, пройти какие-то курсы развития там, по любым направлениям.